19 сентября 2022 года в Министерстве иностранных дел Таджикистана был организован брифинг по ситуации на кыргызско-таджикской границе. В ходе брифинга замминистра иностранных дел Республики Таджикистан Содик Имоми сделал несколько громких заявлений. Редакция Булак Кейджи проанализировала его высказывания. Высказывание Содика Имоми номер 1. 14 сентября кыргызская сторона без каких-либо причин и поводов, используя все виды вооруженных сил, все виды боевой техники, совершила акт агрессии в отношении Таджикистана. Акт агрессии Кыргызстана против Таджикистана был заранее спланированной акцией. Вердикт – ложь. Журналисты-расследователи обнаружили ряд доказательств того, что именно Таджикистан напал на Кыргызстан. Таджикские военные вторглись на территорию Кыргызстана, занимались мародерством, уничтожали дома и захватывали гражданские объекты. Сейчас большинство сел на приграничных территориях разрушены. По данным спутников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, НАСА, пожары от взрывов снарядов были зафиксированы преимущественно на территории Кыргызстана, что также свидетельствует о вторжении Таджикистана в Кыргызскую республику. Помимо этого, было доказано, что в Кыргызстан также вторглись вооруженные боевики, прошедшие специальную подготовку под руководством генерала Шоха Искандарова. Таким образом, страна нарушила основополагающие принципы устава ООН, атаковав мирных граждан и уничтожая гражданские объекты. Таджикская сторона обстреливала кыргызские территории с использованием реактивной системы залпового огня. Обстрелу таджикских РСЗО подверглись окрестности Баткенского аэропорта и объекты на окраине города. Высказывание Содика Имоми номер 2. Нас справедливо упрекают в том, что наша реакция в СМИ запоздалая, мы не успеваем за событиями. В связи с этим хочу сказать, что это объективный процесс, если вы пострадавшая сторона, а страна-агрессор заранее планирует не только вооруженные акции, но и соответственно сопровождает их в СМИ. Вердикт – ложь. Тема вторжения Таджикистана и все связанные с этим события несколько дней были топовыми новостями в государственных и в частных СМИ Кыргызстана, а также социальных сетях. Журналисты, блогеры ежедневно в каждом выпуске освещали темы вокруг вооруженного конфликта от процесса сбора гуманитарной помощи до хода боевых действий. Кыргызские чиновники устраивали пресс-конференции и брифинги, а президент Садыр Джапаров на своей странице опубликовал обращение к населению. При этом информирование о событиях в Таджикистане происходило совершенно в другом русле. Как официальный сайт президента Таджикистана, так и госсми никак не освещали события, происходящие на границе. В частных СМИ публикации выходили, но они не были топовыми новостями. В то же время в социальных сетях и мессенджерах появлялось множество фото и видео с места событий. В публикациях был замечен неприемлемый контент, агрессивная пропаганда, язык ненависти и фейк-ньюс. Вот примеры. В таджикском сегменте интернета распространили информацию о том, что кыргызские солдаты разрушили дома мирных жителей на территории Таджикистана. Однако при проверке выяснилось, что фотографии, приложенные к посту, были опубликованы СМИ в разное время по другим темам. Спутник Таджикистан со ссылкой на МВД сообщил об атаке беспилотника в селе Овчи-Халача Бобо-Джонгафуровского района, но доказательств никаких не предъявили. Журналисты также выявили, что таджикские СМИ использовали псевдоэксперта для дезинформации. Фактчекеры разоблачили официальное заявление и погранслужбы Республики Таджикистан, где говорилось, что граждане Кыргызской республики начали поджигать собственные дома. Также было доказано, что таджикские пользователи соцсетей ведут фейк-аккаунты под именами кыргызстанцев. Ранее в телеграм-канале Дар Сархат распространилась информация о том, что таджики раздают гуманитарную помощь, но при проверке выяснилось, что кадры получены из государственного телеканала Кыргызстана. В качестве доказательства использования беспилотников кыргызскими военными продвигали видео мощного взрыва машин, но при проверке выяснилось, что видео было снято за неделю до начала событий на границе. Таджикский дипломат врал не только об этом. С полной версией разоблачения Содика Имоми можно ознакомиться на сайте Булак Кейджи.